Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня будет отсыпочка на такую тему. День, который изменит вашу жизнь к лучшему. Загадайте, пожалуйста, на себя, на лучшее в своей жизни загадайте. И давайте посмотрим, что покажет, что расскажет нам песок. Взяла специально зеленый под эту тему, потому что зеленый — это обновление, это новое и это деньги. Да? Без денег плохо, с деньгами хорошо. Загадывайте, мои хорошие, на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Прежде чем мы начнем, мои хорошие, это общая отсыпка, общая. Информация будет разнообразной, но раз вы попали на это видео, значит здесь есть и информация для вас. Имейте это в виду и об этом не забывайте. Чужое к себе не притягивайте, да? Ориентируйтесь именно на себя и на свою ситуацию в жизни. Смотрите, первый момент мне показана женщина. Женщина невероятная, красивая, элегантная. Вообще показана балериной. Смотрите, в такой вот пачке стоит красивой и в плантах, да, прям на цыпочках стоит. Женщина красотка, красавица, красотка. Здесь какой-то мужчина такой маленький, полненький, вокруг нее пляшет, да, заискивает перед ней, пытается обратить ее внимание на себя. Причем женщина тоже заинтересована этим мужчиной. Может быть, ради этого мужчины она хочет быть красоточкой. Может быть, она колоссальную работу провела над тем, чтобы поменяться, и чтобы этот мужчина наконец-таки на нее обратил внимание. Девушки и женщины, которые хотят измениться для того, чтобы мужчина наконец-таки понял, что вы красотка, да, обратил на вас внимание. Здесь мне идет четко цифра 13. Да? 13 числа случится то, о чем вы так долго мечтали. Вы будете неотразимы, и этот мужчина будет заискивать перед вами, будет пытаться всячески, я не знаю, обратить ваше внимание на себя. Он, смотрите, хватает вас за руки, он вам что-то предлагает, он ведет себя как влюбленный котик. Влюбленный котик. Вы и так прекрасны, вам ничего делать не надо. Тут дело даже не в том, какой у вас вес, да, либо там, есть ли у вас морщинки, либо нет, какой у вас мейкап, какой у вас наряд. Не в этом дело, а дело в вас, в вашем этом внутреннем сиянии. Да. Вы в этот день раскроетесь как никогда. Да, и этот мужчинка просто не устоит перед вами. Все случится ровно так, как вы этого хотели. Я вижу вас очень счастливой, легкой, счастливой и довольной. Ну а мужчина просто вот он сходит с ума. Ему только вы нужна, никого другого больше и не видит. Так, следующий момент. Бумеранг. Бумеранг, который летит. Смотрите, бумеранг, который вы запустили, и он летит и попадает в спину человеку, который считает себя победителем, выигравшим, самым главным, самым крутым, либо самой крутой. Да? Человек, который что-то урвал нечестным путем, через ваши слезы, через вашу боль, да, добился какой-то высоты, незначительной высоты, но тем не менее кичится этим. Да? Смотрите, как факел вверх поднял, говорит, я самый крутой, либо я самая крутая. Вот он ваш бумеранг, вернее, вот она вы, вот он ваш бумеранг. Он, кстати, очень необычный бумеранг. Он как еще, знаете, как двойной удар, да, у него острые концы, прям в спину летит, даже не в спину, а в затылок, и он попадет.
Здесь явно кто-то вас очень сильно обидел, за ваш счет человек как-то выбрался наверх, да, всеми правдами и неправдами. Может быть, даже как подсидел вас человек, либо что-то ваше у вас забрал, да, вещи, предметы, деньги, мужчину, либо женщину, да, ну, меня разные зрители смотрят. Бумеранг долетит и четко ударит цель. Здесь именно вот, ну, спина-затылок мне идет. В самый неожиданный момент человек, который празднует победу, считает себя крутым победителем, победительницей, получит очень мощный двойной бумеранг. И здесь цифра 22. 22 числа. Либо через 22 дня. Вот это будет сюрприз, вот это будет мощно. Поверьте, ответить за каждую вашу слезинку, за каждую вашу седую волосинку, за каждую вашу морщинку, за каждое болевое ваше ощущение. За все это человек ответит. Смотрите, один бумеранг ваш, а второй накинут высшие силы. Очень будет больно, очень будет неприятно, и все, как говорится, по заслугам. Так что ждите 22 число, либо через 22 дня. Так, с левой стороны. С левой стороны на длинных ногах лошадь. На ней сидит человек. Человек, что-то нехорошее переживший. Ну, давайте так, да, мягко скажем, что-то нехорошее. Что-то произошло с этим человеком. Либо где-то человек этот побывал, что-то повидал. Но это было плохо. Это было плохо. Длинные ноги у лошади, скорее всего, очень долго до вас добирался, либо очень долго выбирался из тех сложных обстоятельств, ситуаций, в которых оказался. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но лошадь уставшая, человек изнеможденный, но он выберется, он доберется. Здесь 11 идет, 11, опять же, 11 дней, либо 11 числа. Человек к вам на порог придет. Причем придет с каким-то небольшим подарочком. Да? Человек к вам идет, человек о вас думает. Может быть, денежек у него немного, да, либо у нее немного. Но что-то приятненькое вам принесет человек. Что-то приятненькое. Здесь лошадь в зубах держит цветочек. Да? Может быть, действительно один цветочек. А может быть, что-то еще. Да? Но вот человек очень уставший придет. Но тут самое главное, что придет. Либо придет, либо даже, кстати, по цветочку какая-то весточка перед этим человеком придет весточка, а потом уже сам человек появится. Ждите, ждите. Человек, кстати, очень многое понял, очень многое осознал. И человек, знаете, как перезагрузка, наверное, с этим человеком произошла. Переоценка ценностей, перезагрузка. Вот как что-то очень конкретно и четко в этом человеке поменялось в лучшую сторону, в сторону осознанности. Не вот этого пустого порхания по жизни, да, что вот жизнь, она там, как жвачка, да, длинная, непонятная, тянется, что время тянется, что можно жить, там, знаете, не думать о будущем, либо не думать о последствиях. Человек что-то такое увидел, пережил, все поменялось. Уходил, например, такой легкий повеса, а вернется уже серьезный взрослый мужчина. Ну, либо женщина, да, смотря кто вернется. Но человек точно вернется. Долгий, тяжелый путь. Но главное, идет к вам, идет к вашему порогу. Так, еще какая-то поездка мне идет. Поездка ваша. Неожиданно для вас произойдет какая-то поездка. Либо вам куда-то нужно будет ехать. Здесь показывают мне срок в полмесяца. Здесь полмесяца перевернутый. Здесь эта поездка состоится как раз в новолуние, в день новолуния. Либо перед днем новолуния, либо в день новолуния, либо на следующий день после новолуния. Здесь четко новый месяц вам дорожку освещает. Дорожка это непростая, дорожка это с секретом. Знаете, эта дорожка как первый шаг к каким-то крутым достижениям в вашей жизни. Либо крутым обретением, обрести любовь, обрести возможность, обрести свой дом, обрести работу, обрести бизнес, да, вот к чему-то первый шаг, это дорожка. В новую луну всегда к успеху, всегда к продолжению, всегда к росту, понимаете, очень успешно для вас это будет, очень хорошо. Ну, в общем, поедете, не пожалеете, наоборот, радоваться будете, небеса будете благодарить. Так, поднимаемся выше.
Странно, какой-то музыкальный инструмент. Музыкальный, то ли вы на музыкальном инструменте играете, то ли вы попадете в место, где будет музыка, живая музыка именно. Живая музыка. Смотрите, там знакомство вас ждет. Знакомство. Вы все разные. У кого-то будет знакомство невероятно нужное и полезное, а у кого-то из вас будет знакомство именно судьбоносное. Да? То есть человек сыграет важную роль не только в вашей жизни, но и в вашей судьбе. Там живая музыка. Вот как хотите, что угодно может быть. Даже на улице можно познакомиться, и где-нибудь там уличный музыкант будет играть, да? Либо это будет какой-то ресторан, может быть, даже консерватория, кто вас знает. Может быть, вы любите, да, живую музыку, там, органную музыку. Здесь знакомство, очень классное знакомство. Сейчас я вам даже скажу, какого числа, либо через сколько дней. Так, здесь 30-очка выходит. 30 дней, либо 30 числа. Здесь такое знакомство. Вы, конечно, будете в превосходном настроении, потому что вы сразу почувствуете, что все складывается очень удачно для меня. Прям скажете, это очень удачный день. Удачный день, да. Вы представляете, встретить крутого человека с возможностями, с полномочиями, со связями, который вам поможет, поддержит, не знаю, продвинет. Представляете, встретить очень важного человека, либо познакомиться с очень важным человеком, который может, ну, для вас, я не знаю, новый мир открыть, да, помочь во всем и сразу. Либо встретить человека, который, ну, действительно, не знаю, понравится, да, влюбитесь, может быть, любовь с первого взгляда у вас произойдет. А может быть, человек настолько будет интересный, увлеченно о чем-то рассказывать, и вы такая: о боже, да, я этого хочу, я хочу связать с этим свою жизнь. Ну, замечательно, 30 идет, через 30 дней, либо 30 числа. Живая музыка. Кстати, может быть, это музыка вашей души. А может быть, это струны вашей души, кто его знает. Но явно вы на позитивчике будете. Так, с левой стороны. Человек, который начинает чем-то заниматься, а у него за спиной начинает наполняться рог изобилия. Рог, кстати, очень большой. И он прям со спины к спине, не знаю, приклеенный, либо на спине растет. И он наполняется. Человек там, знаете, лопатой копнул, раз, в роге изобилия добавилось. Здесь либо вы, либо кто-то из ваших близких какой-то работой займется, каким-то делом займется. Дело, которое принесет очень много материальных благ. Много деньги. Может быть, там, знаете, даже зарплата, например, небольшая, но зато там постоянные высокие чаевые. Может быть, даже как что-то вот с финансами связано, да? Когда там люди там, ну, не на бирже играют, а скорее как инвестируют. Ну вот замечательно, рог изобилия. Представляете, это какие суммы, либо в каких объемах денежные массы к вам будут поступать, что прям рог изобилия наполняется. Так, ну и по срокам, когда это произойдет? Через 2 это произойдет. Ну, может быть, 2 дня, кстати, а может быть и 2 месяца. То есть 2 периода времени должно пройти. Скорее всего, 2 месяца. Либо в течение 2 месяцев. И так тоже может отыграться, потому что здесь целое число показали. Вы, либо ваш близкий, действительно чем-то очень дельным, стоящим и очень денежным займетесь. Рог изобилия наполнится сполна. Смотрите дальше. В центре показывают вас и ваше обращение, вашу просьбу. Чего-то вы очень-очень сильно хотите. Либо от кого-то конкретного, либо вы у небес это просите. Вы это просите чуть ли не на коленях. Да, вот ваше состояние. Мне очень это нужно, я очень этого хочу. Но смотрите при этом влево. То есть вы заведомо как не верите, что это возможно, либо не верите, что это исполнится, не верите, что вам будет это дано. Да, вроде как и хочу, молюсь, прошу, но не верю в то, что я это получу. У меня для вас 2 новости. Одна, ну, так себе, а вторая очень хорошая. Так себе заключается в том, что вы то, что хотите, сейчас получить не можете. Оно вам недоступно. Либо нет таких условий, чтобы это исполнилось. Но хорошая новость заключается в том, что вы это точно получите. Вы 100% будете это иметь, да, либо это точно исполнится.
Высшие силы вот прям вам это гарантируют. Либо какого-то человека убедят, да, чтобы все исполнилось, либо сами вам все это дадут, смотря что вы просите. Когда это произойдет? Здесь четко показано смена сезона. Я делаю отсыпку весной, в марте. То есть у нас получается следующий сезон это лето. То есть между маем и июнем это исполнится. Вот на сломе сезона. Либо в последних числах мая, либо в первых числах июня. Вот, вы точно это получите. Кстати, вы получите гораздо больше, чем просили. Либо гораздо ярче, чем надеялись. Все исполнится. Все обязательно исполнится. Так, и еще. За какого-то человека вы просите. Человек чем-то страдает, либо чему-то подвержен. Да. Может быть, даже человек нездоров. Психологически нездоров, физически нездоров. Человек, может быть, в каких-то состояниях иногда бывает не очень приятных. Да. Вы вот просите за этого человека. Вы бы хотели, чтобы этот человек стал другим, жил по-другому, относился по-другому, вел себя по-другому. Вы этого очень хотите. Здесь четко показали, что каждому свое. Этот человек, он не хочет меняться. И как бы вы ни просили, что бы вы ни делали, этот человек пока не хочет меняться. Здесь просто вопросительный знак, да, вопросительный знак именно к этому человеку. Когда он либо она захочет, вот тогда все и получится. Так, дальше. Здесь две женщины, у которых к вам постоянно какие-то претензии. То ли они ваши соперницы, то ли они ваши конкурентки, то ли они, в принципе, какие-то нездоровые дамы, да, которые и сами спокойно не живут, и другим покоя не дают. Я так понимаю, что вы хотели бы, чтобы они от вас отстали, да, либо чтобы их меньше стало в вашей жизни. Смотрите, здесь все в ваших руках, здесь четко показали. Вам не нужно ни от кого ничего ждать. Есть возможность как-то этих женщин заблокировать, либо предпринять какие-то действия для того, чтобы эти женщины навсегда выпали из вашего пространства, да, из вашей жизни. Только вы почему-то сомневаетесь. Здесь четко показано, все в ваших руках. Хотите, хоть сейчас, да, вот в этот же момент вы можете что-то предпринять, и эти женщины навсегда исчезнут с вашего поля зрения. Из вашей жизни они выйдут и никогда назад не войдут. Так что за вас никто эту работу не сделает. Хотите — делайте. Не хотите, ну так дальше будет продолжаться. Они как бы пользуются вашей нерешительностью, либо вашей в какой-то степени, не знаю, добротой-слабостью. Вы уж там сами подумайте, кому актуально, все в ваших руках. Хоть сейчас, вот сей момент, да, вы можете от них избавиться. Только нужно сделать какое-то одно действие. И вам это по силу. Вы сами это делаете, да? Что вам ждать, что вам надеяться. Сами берите и делайте. Так, венец. В венце рог изобилия и дракон, который несет вам этот рог изобилия. Видите, вот он, вот его тельце, вот его крылышко, лапы длинные, задние. Вот, и в передних несет вот этот рог изобилия. Видите, да? Это ваше будущее. Это то, чего суждено добиться вам, в жизни добиться, по судьбе добиться. Вот как хотите, так и называйте. Здесь не указан срок, но здесь как гарантия, да, гарантия того, что вы будете летать на этом драконе и будете носить с собой этот рог изобилия. Вы не только сами будете черпать из этого рога изобилия, но и давать из этого рога изобилия, раздавать, да, блага своим близким, тем, кого вы любите, кому хорошо относитесь, и даже нуждающимся людям. То есть это уровень вашей жизни, это уровень ваших возможностей. Вы живете, как говорится, ни в чем себе не отказываете, вы помогаете родственникам и даже помогаете совершенно незнакомым посторонним людям. То есть вам суждено этого добиться. Единственное, что у одних идет, что вы сами этого дракона вырастите, летать научите и будете на нем потом кататься. А у других идет, что к вам этот дракон придет через вашего партнера, настоящего либо будущего. Ну, грубо говоря, удачно выйти замуж, либо удачно жениться.
либо ваш партнер, да, выстрелит, да, и достигнет каких-то невероятных высот. И, соответственно, будет вас катать на этом драконе. Это ваше будущее. Срок здесь не показан. Здесь просто данность, что это точно в вашей жизни будет. И рано или поздно вы летать на драконе точно станете. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.